Арбуз. Уже от самого этого слова веет сочным, сладким летом. Вкусная, полезная, недорогая и отлично утоляющая жажду. Неудивительно, что эта ягода столь популярна у кыргызстанцев. В Кыргызстане уже начался сезон продажи арбузов и дынь. На столичные рынки ягоду привезли из поселка городского типа Шамалдысай. Равшанбек Атабеков – фермер. Сам выращивает арбуз и привозит в Бишкек. По его словам, в этом году урожай мелкий. Этому поспособствовали апрельские заморозки. Из-за заморозка в апреле в этом году урожай мелкий. Нам пришлось после похолодания обратно поработать на поле. Мы не добавляли много лекарства, но и без них арбуз не поспеет. Это экологически чистый продукт, никто не отравится. Арбузы мы продаем по 19-20 сомов за килограмм. В первую очередь, выбирая арбуз, покупатель должен обратить внимание на его, так скажем, внешность. И большие, и маленькие ягоды должны иметь четкий рисунок. Тигровые полоски у спелого арбуза ярко выделяются и пририсованы вдоль всей поверхности плода. Корка у хорошего плода должна блестеть. Если верхний слой матовый, то такой арбуз лучше отложить в сторону, рассказывает фермер. По его словам, особое внимание стоит обратить на арбузный хвостик. У спелого арбуза плодоножка сухая и тонкая, и ее, как правило, несложно оторвать. А потому, если хвостика нет, то тут могут быть два варианта. Если его оторвали, то арбуз что надо. А вот если срезали, то ягода, скорее всего, недоспелая. Арбузы растут на земле, поэтому очевидно, что на одном из боков плода будет земляное пятно. Это место бледнее остальной корки, желтоватого цвета, и на нем может не быть полосок. При выборе идеального арбуза обратите внимание на следующий момент. Земляное пятно должно быть средних относительно всей ягоды размеров и располагаться сбоку, а не в районе хвостика или пятачка. Арбуз, поспевающий на боку, набирает больше воды, а потому становится более сочным. Кроме того, считается, что он слаще. По словам специалиста лаборатории, согласно норме, уровень нитрата в 1 килограмме арбуза не должен превышать 60 миллиграммов, а дыни – 90. В этом году мы провели проверку. Пока что количество нитрата в арбузах в норме. Сейчас эти арбузы прибывают из Шамалдысая. В прошлом году арбузы содержали очень большое количество нитратов, что приводило к отравлениям. В этом году стоит подождать и не покупать дыню, так как здесь нитраты выше нормы. В прошлом году было зарегистрировано 156 фактов отравления. В больницу тогда поступило 518 человек. Среди них есть и те, кто отравился арбузом. По словам специалистов, сезон спелых и безопасных арбузов приходится на август и сентябрь. Рекомендуем, что при покупке они требовали, конечно, справку, ветеринарную справку, которую прошли, да, на нитраты. И обычно сезон, хороший сезон, это август, в конце августа, сентябре, вот уже в тот период, когда эти бахчевые овощи, они без потребления нитратов как бы созревают, да? И я думаю, что в любом случае на сегодняшний день надо опасаться. Помимо всех ранее перечисленных советов, при покупке арбуза следует учесть и еще парочку. Так, поврежденные с трещинами на корке или надрезанные продавцами плоды покупать не стоит. Даже если они дешевле, не поддавайтесь. Ведь перед тем, как разрезать арбуз, его необходимо хорошенько помыть под проточной водой с использованием щетки или тряпки. Вряд ли это было сделано на базаре или у дороги. Кроме того, в надрезанный арбуз уже с легкостью попадает пыль, грязь и прочие микробы. Ну и в идеале продавец должен вам передать не только неповрежденный арбуз, но и предъявить соответствующие сертификаты и документы на товар, рассказали специалисты. Бегимат Жаныбекова, Калбек Абдумумутов, Нью ТВ.